Добрый день, дорогие друзья. Хайрле кен, кадрле дуслар. Сегодня у нас необычный формат прогулки по Замоскворечью татарскому, виртуальный. Такая вот ситуация сложилась. Надеемся мы все, ждем и верим, что совсем скоро, в теплые, уже, может быть, майские дни, мы начнем с вами гулять по Замоскворечью, смотреть наши интересные дома, архитектурные памятники и обсуждать различные сюжеты татарской Москвы. Но сегодня вот будем обсуждать их в таком несколько виртуальном формате. В помощь нам будут фотографии, которые в виде слайд-шоу будут сопровождать нашу беседу. Но мы выбрали с вами такой особый сюжет истории татарского Замоскворечья. Говорить мы будем о доме Асадуллаева, о знаменитом архитектурном, культурном памятнике Москвы, не только татарской Москвы, а много шире. И хронологический рубеж с вами выбрали. Это 1917-1941 годы. То есть это советская история того здания, где теперь располагается, успешно работает Татарский культурный центр Москвы. Если мы с вами такие какие-то отдельные, да, такие штрихи вспомним, касающиеся истории дома Асадуллаева предреволюционной, я напомню, буквально в нескольких фразах, да, о том, что понятно, дом возникает, строительство его завершается на рубеже 1913-1914 года. Имя этому дому дано благодаря его создателю-меценату, бакинскому нефтепромышленнику, тогда уже москвичу Шамси Асадуллаеву, выстроившему в Малотатарском переулке школу, мусульманскую школу. И, собственно, вот это величественное здание, построенное по проекту архитектора Краузе, оно украшает Замоскворечье. Собственно, школа была частной. И вот к 1917, а если быть точнее, к 18 году, поскольку именно в 18 году начинается в Москве активная национализация имущества и недвижимости жилой, и промышленных предприятий, торговых, в общем, всего того, что было частной собственностью, переходит, обобществляется, национализируется. Так вот, к этому периоду здесь действительно существовала уже известная школа, известная мусульманская школа. И заслуга тех людей, которые пришли в это здание в 1918, на рубеже 17-18 года, что они это здание сохранили и сохранили тот уклад, ту жизнь, которая здесь существовала, безусловно, с сменой идеологических векторов, с тем, что из мусульманской школы, пусть и такого джадидского характера, реформаторской, новометодной, конечно, где была классно-урочная система, где были кабинеты, где были предметы, естественно, научное обучение, преподавался родной язык и так далее, была библиотека, возникает советская школа. Советская школа, советская татарская школа. Надо сказать, что в эти годы, в первые годы советской власти, очень активное внимание Наркомпрос, Народный комиссариат просвещения под руководством Анатолия Васильевича Луначарского и в особенности его заместитель Надежды Константиновны Крупской уделял национальному образованию, образованию тех народов, которые, значит, при Российской империи дореволюционные подвергались различным притеснениям, а вот теперь, дескать, они будут свободны в изучении своей культуры и в том, что начинает получать определенный, очень важный статус их родной язык. Понятно, что речь шла прежде всего об ареалах традиционного расселения этих народов, но в Москве возникают также школы для различных, как бы мы сейчас сказали, национальных меньшинств. Кстати говоря, не только мы бы так сказали, но говорили так и в те годы нацмен, вот эта формулировка, аббревиатура, она была тогда активно в ходу. Возникают школы для людей, для детишек, которые представляли различные общины московские, возникают еврейские школы, возникают польские школы, немецкие школы, и так далее, разных народов. Даже цыганская школа, по-моему, в Петровском парке возникает, поскольку уже цыгане в Москве к тому времени давно жили. И вот татарские школы. Их было несколько в Москве. Мы обо всех говорить не будем. Вот сегодня сконцентрируемся на той школе, которая возникает на базе
частной школы Асадуллаевых в Малом Татарском переулке в Москве. Заслуга в том, что эта школа сохранилась, в том, что она развивалась активно, в том, что она существовала, на мой взгляд, принадлежит, конечно, замечательной такой женщине Саре Касимовне Шакуловой. О ней много публикаций, ее имя тем, кто интересуется татарской Москвой, известно хорошо. К сожалению, вот могила Сары Шакуловой затерялась на Даниловском мусульманском кладбище. Еще в 2005 году можно было обнаружить ее следы. Но вот сейчас, к сожалению, это уже трудно сделать. И у меня такая мечта, все-таки вот, когда все наши карантины сойдут и когда будет возможно путешествовать по нашему городу, на Даниловском кладбище все-таки обнаружить это захоронение, поскольку некоторые такие ориентиры у меня есть. И вот надеюсь, что это удастся сделать. Хотя бы то место, где была похоронена Сара Шакулова, обнаружить. Потому что женщина это была незаурядная личность, выпускница Сорбонны, математик, представительница известного рода сиидов Шакуловых. А сииды, как всем хорошо известно, это потомки пророка Мухаммеда. Образованный математик, учившаяся не только в Сорбоне, но и сдавшая университетские экзамены, вернувшись из Парижа в Московском императорском университете. Преподававший уже до революции, имевший педагогический опыт и в Зарайске, и в Казани в частных школах. Ну, в общем-то, специалист. И вот ей было доверено руководство этой советской школы, поскольку она была хорошо знакома с Крупской, и, соответственно, ей поручили эту школу возглавить. Когда она ее возглавила, то фактически она очень много из того, что было накоплено, сохранила и подобрала квалифицированный педагогический коллектив. Откуда мы это знаем? Ну, мы это знаем из воспоминаний тех людей, которые в этой школе учились. Вот, к примеру, в 20-е годы в школе, которая возникает в Малом Татарском переулке, учился будущий известный татарский писатель, один из выдающихся писателей татарской советской литературы, классик татарской литературы Абдурахман Абсалямов. Я думаю, всем хорошо известен его роман «Белые цветы», Акча-Чакляр, но не только этот роман, много других произведений. Он был москвичом, жил на Сретенке, в Ашиуловом переулке. И со Сретенки, а все москвичи знают, что это достаточно далекое расстояние, со Сретенки, значит, за Москворечье, вот каждый день ходил в эту школу, учился в ней и оставил свои такие теплые воспоминания. Более того, во многом образы учителей его, близких ему людей, наставников, они потом так или иначе, подвигли его на то, что он создает один из своих замечательных романов. Мой самый любимый роман Абдурахмана Абсалямова «Зеленый берег», посвященный педагогам. Вот это была такая школа. Школа была первоначально на арабице, поскольку письменность в первые годы советской власти у мусульманских народов Советской России, в последующем Советского Союза, была арабской. Но впоследствии все-таки татарская Москва, вот предвоенная, она ассоциируется, конечно, с другим алфавитом, с латиницей, возникающим уже, внедряемым, вернее, в конце 20-х годов. Сара Шакулова этим всем процессом успешно руководила. Кстати, она до школы еще была недолгое время заместителем наркома просвещения Башкирской ССР. То есть она была и таким бюрократом, управленцем от образования, от просвещения советского. Помимо школы, в этом здании возникает татарский детский сад. У нас есть фотография, вот вы будете когда смотреть и обратите внимание, там маленькие ребятишки сидят, это татарский детский сад, возникающий здесь. В конце уже 20-х годов, во всяком случае, точную дату мы не знаем, но в воспоминаниях Амины Джалиль, сестры Мусы Джалиля, которая вместе со своим братом переезжает в Москву, чуть позже даже немножко, там в конце 20-х годов, да, она в этом детском доме находится. Вот возникает детский дом, поскольку было много сирот из различных областей Поволжья, и вот они в Москву перевозились и здесь в Москве находились, в татарском детском доме. Правда, в воспоминаниях Амины Джалиль, называются они «О моем брате», об этом детском доме рассказывается очень печальные такие истории там излагаются, как там тяжело было, как там, значит, главенствовали беспризорники, которые вот находились в этом детском доме теперь, хулиганы, как они, значит,
третировали детей, и как вообще Амине хотелось из этого детского дома уйти. Но, к сожалению, уйти было некуда, и потом жилья не было, но впоследствии все-таки ей удалось его покинуть. То есть обстановка там была очень напряженная в этом детском доме, все это хорошо понятно, 20-й год. А там же впоследствии возникают редакции журнала, газеты и так далее. То есть вот это издательская деятельность, о которой мы поговорим. Но вот если говорить об образовательной, то вот это школа. А при ней, или во всяком случае рядом с ней точнее, да, возникает библиотека. Называлась она первоначально библиотека тюркских народов с достаточно обширным собранием книжным. Правда, это собрание обнулялось. Вот мы сказали об арабице. На смену арабице приходит енолиф, латиница. Понятно, что все арабское, арабографическое точнее, выбрасывается. Оно не актуально. Приходит ему на смену латинская литература, на латинице изданная татарская литература. И уж так закольцовывая историю этой библиотеки, в самом конце 30-х годов, в 1939 году, смена очередного алфавита, кириллица. И, значит, все латинографическое тоже, значит, должно обнулиться, должно исчезнуть. А кроме того, добавим к этому, что очень многое на латинице было издано людьми, которые к тому времени были уже репрессированы. Соответственно, их литература вообще изымалась из оборота. Поэтому история этой библиотеки такая разрывная, и которая библиотека сейчас у нас существует в Татарском культурном центре, замечательная, она вот уже фактически, да, в какой-то степени, да, своими корнями восходит к этой библиотеке 20-30-х годов, не в книжном собрании, конечно, а вот именно так, генетически, скажем так. Татарский рабочий театр, ЭШЧ. Когда вы подходите к крыльцу дома Асадуллаева, Татарского культурного центра, вы видите мемориальную доску Газизу Айдарскому, режиссеру замечательному. Все это создано усилиями его дочери и дочери Сары Садыковой, Альфии Ханум Айдарской, замечательной, которая вот жизнь фактически свою посвятила увековечению памяти родителей, и через различные тернии, которые сопровождали это увековечение, а одно из них, я считаю, которое необходимо осуществить, да, это вот ее идею реализовать сквозь разные проблемы бюрократические, это установку памятника Сары Садыковой в Казани, да, которая всем хорошо известна эта идея, но вот она очень долго не реализуется. Но это казанская история, а мы все-таки в Москве, о Москве говорим. Так вот, доску мемориальную в Татарском культурном центре на его фасаде установили Газизу Айдарскому, этому режиссеру, который здесь в 20-е годы в этом здании создал театр. Ну, театром вот в таком нашем привычном понимании драматического театра назвать это трудно, скорее это музыкально-драматический театр, поскольку ставились пьесы такие ходовые, которые зритель хорошо воспринимал, с танцами, с песнями, но и с драматургическим сюжетом. Конечно, звезда. Ну, так всегда бывает, если у режиссера есть талантливая жена, актриса, то она и первая, значит, актриса же его театра, его труппы. Поэтому Сара Садыкова, великая наша композитор впоследствии, она была первой актрисой этого театра. Они учились в ГИТИСе и жили совсем неподалеку, во флигеле еще действовавшей тогда мечети на Большой Татарской улице, ныне историческая мечеть. Вот если вы увидите это здание, где сейчас администрация исторической мечети находится, где находятся образовательные классы, где вот флигелек такой небольшой около исторической мечети в ее дворе, то вот там были квартиры, там были, кстати говоря, квартиры, насколько я помню, и сотрудников полномочного представительства Татарской ССР, то есть это был такой татарский советский центр притяжения жилого. И там же жил, кстати, мулла, потому что у муллы Абдуллы Шамсуддина тоже там находилась квартира. И вот они, значит, Айдарские и Сара Садыкова через переулочки, а там буквально, если идти дворами, то это 5 минут примерно, из своей квартиры приходили сюда, ставили спектакли, играли, и все вообще было замечательно хорошо, и имели большой успех. А впоследствии, когда возникает уже при Московской консерватории татарская оперная студия, в которой литературной работой занимался, как известно, Муса Джалиль, то молодые артисты этой оперной студии, ну, студенты, но уже артисты, они первые свои опыты сценические, значит, отрабатывали на сцене вот этого клуба. Мы, кстати, не назвали, как он
именовался, какое у него было имя у этого клуба. Вот это вот все, школа, детский сад, это все понятно. Но культурная жизнь, как в этом здании обозначался. Это был татарский рабочий клуб имени Хусаина Ямашева. Я думаю, что те наши казанские зрители, которые проспект Ямашева хорошо знают, вот кто такой Ямашев? Это такая парадоксальная фигура, его называют первым татарским большевиком, при этом умер он в 1912 году, то есть за 5 лет до Октябрьской революции. Близкий друг Абдуллы Тукая, очень интересная такая незаурядная фигура. И вот его именем назвали этот клуб в Москве. И, соответственно, вот при клубе Ямашев был театр СЧ, были выступления артистов оперной студии, которые сюда приходили. А кто это были? Ну, здесь были первые шаги на этой сцене, скажем, певицы известной Муниры Булатовой, Асии Измайловой, такой певицы. Она карьеру активную такую не развила, потом в Казань уехала с театром, созданным театром оперы и балета, но вернулась в Москву, а Мунира Булатова, как известно, прославленная наша певица, выдающаяся, прожившая долгую жизнь и имевшая грандиозный успех на сцене. Многие другие артисты. Откуда мы знаем эти истории? Ну, во-первых, есть архивные источники, но есть и те источники, которые мы называем нарративными. Нарративные, то есть те, которые со слов, да, воспоминания. Часто не зафиксированные даже, а устные. В качестве таковых, прежде всего, я бы назвал воспоминания нашей замечательной Раузы Ахмедовны Костровой. Я думаю, очень многие в Москве, в том числе и наши молодые зрители, еще помнят Раузу Ахмедовну, поскольку прожила она век целый, ушла из жизни летом 2012 года, и нам очень повезло, и мне в частности, общаться с ней, знать ее, я бы даже сказал, дружить с ней, потому что вот такие, значит, контрасты, колоссальные интервалы возрастные, они как-то сглаживались, когда мы общались с Равзой Ахмедовной. Она всегда была очень современным человеком, но при этом, когда начиналась беседа, то надо было быть готовым к тому, что вы плавно перетекали, скажем, из 2007-2008 года, когда вы с ней общались, скажем так, в 1925 или 26. И возникали имена Салиха Сайдашева, Назиба Жиганова, Мусы Джалиля, Ахмеда Ерикея и других. Вот как-то вот мимоходом даже, поскольку все это ее современники. И эти уникальные воспоминания во многом опубликованы, в большей степени опубликованы. Они, конечно, ценнейший источник по истории татарской общины и истории того здания, о котором мы с вами, того дома, о котором мы с вами говорим сегодня. Вот в частности Назиб Жиганов. Если вы будете в Казани, а казанцы-то знают хорошо, но тем нашим зрителям, которые еще не были в Казани или не знают этого музея, я очень рекомендую посетить музей-квартиру Назиба Гаязовича Жиганова в Казани, который один из самых, на мой взгляд, лучших и самых интересных, и, как сейчас модно говорить, атмосферных музеев столицы Татарстана. Там очень много собрано ценнейшего материала, ну и вообще атмосфера этой квартиры, и те люди, которые там работают. В частности, там работает мой друг Алексей Егоров, внук Назиба Гаязовича Жиганова. И если вам повезет побывать на экскурсии, которую Алексей Германович проводит, это вообще такое незабываемое впечатление. Так вот, Назиб Жиганов тоже начинал свою творческую жизнь, как принято говорить, в Москве, и тоже на сцене этого рабочего клуба, поскольку он студент Московской консерватории, и все татары-москвичи, значит, сюда приходили. Вообще, если мы говорим о композиторах, есть такой интересный сюжет. 3 композитора, которые, значит, такое имеют прямое отношение к Малотатарскому переулку и к дому, где сейчас располагается Татарский культурный центр. 3 выдающихся мелодиста, композитора, принадлежащих 3 разным культурам при этом. Ну вот, к примеру, да, допустим, в этом доме свои, значит, молодые годы провел Латыф Хамиди. Латыф Хамиди всем хорошо известен в Казахстане. Когда-то был гимн Казахской ССР Латыф Хамиди, но самое главное казахский вальс. И вообще очень много замечательной музыки, песен созданы этим композитором, татарином, из Казанской губернии выходцем. Он учился в Москве, и вот, значит, в этом доме со своими земляками здесь, за Москворечье, провел свои юные годы, дружил с Мусой Джалилем, в воспоминаниях Амины Джалиль
не Амины Джалили, а Хадичи Джалили. Кстати, если я назвал сестру Мусы Джалили Аминой, я прошу прощения в начале, да, конечно, речь шла о Хадиче Джалили, это ошибка моя. Хадича Джалиль, вот в ее воспоминаниях речь идет о Латыфе Хамиди, о том, как они, значит, общались. Потом он оканчивает свою учебу и уезжает в Казахстан и становится там одним из первых таких ведущих композиторов. У Хадичи Джалиль теплые воспоминания сохранились о нем. Здесь же Яхья Шарфетдинов, впоследствии известный крымско-татарский композитор. Он снимает комнату в соседнем доме, вот в семье Костровых. И он очень так вот активно, значит, занимается музыкой. Крымско-татарская такая студенческая группа в Москве существовала. И в Малом Татарском переулке тоже его юность проходит. Как будто бы он предчувствует судьбу своего народа. Он уезжает, насколько я помню, не в Крым, а в Ташкент. Как будто бы знает, что через несколько лет его народ, ну уже не по своей воле, вынужден будет покинуть Крым, будет депортирован и окажется в Средней Азии. А он уже был там, он уже там работал. И впоследствии Яхья Шарфетдинов был таким выдающимся деятелем на ниве возрождения и сохранения, даже скорее, сбережения крымско-татарской культуры, такой столб ее. Вот, значит, интересная такая фигура. И третий композитор Захид Хабибулин, который, значит, здесь татарин, который здесь учится. И который посещает кружок Мусы Джалили. Причем кружок не музыкальный, понятно, а литературный. Но параллельно учится музыке. А литературный кружок, это кружок, в общем-то, такая мода была в это время, в конце 20-х, начале 30-х годов. Рабочий пролетарий в литературу, в культуру. Значит, вот, допустим, смена на метрострое. Метрострой строится в это время активно. Метро в Москве. Или на заводе смены, или на фабрике. А вечером, после всего этого производства, в рабочий литературный кружок приходите. Потому что вот есть буржуазная литература, а ее вытесняют рабочие люди, которые создают литературу художественную. И, соответственно, Муса Джалиль вот этой работой руководит. Он к тому времени уже выпускник Московского государственного университета, профессиональный филолог, литератор. И вот к нему приходят рабочие, приходят молодые люди. В большинстве своем они не знают татарского литературного языка, поскольку они из мишарских деревень или они касимовские татары. И, соответственно, они сюда приходят, у него учатся. Ну, из знаменитых его выпускников, да, вот Абдурахман Абсалямов, учеников точнее, о которых мы говорили, Ахмед Симаев, всем хорошо известный участник вот, группы антифашистской татарской, которая была казнена в августе 1944 года в Берлине. То есть вот со своим учеником он впоследствии встретился в этот страшный день, 25 августа 1944 года, Ахмед Симаев. И вот Муса Джалиль их учил литературному языку, адабит эльгая, поскольку они им не владели. Вот это очень тоже интересная такая страница литературной жизни. Туда он приглашал своих товарищей, друзей, профессиональных литераторов, например, Ахмеда Ерикея, Махмуда Максуда, такого сейчас уже забытого совсем литератора. Вот я надеюсь в этом году опубликовать статью о Махмуде Максуде в журнале «Идель», который выходит в Казани на русском языке под руководством Альбины Абсалямовой. Замечательный журнал, всем рекомендую его читать. Вот там об Ахмеде Ерикее моя статья уже вышла в этом году. И вот продолжает такой, может быть, даже цикл, который так или иначе посвящен столетию ТАССР. Вот там будет статья и, я надеюсь, и о Махмуде Максуде опубликована. И других деятелей. И вот они, значит, профессиональные литераторы, рассказывали о своих поездках, о литературной работе. А молодые рабочие, которые стремились к литературе же, они получали от них такую эмоцию даже скорее. Из первых уст, из первых рук. Такой интересный литературный кружок здесь существовал. Кроме того, они могли уже публиковаться, поскольку под руководством Мусы Джалиля все здесь выходило и процветало. Я бы даже сказал и не побоялся сказать о том, что Москва 20-30-х годов, первой половины, во всяком случае, 30-х годов, она одним из центров татарской советской культуры была наряду с Казанью, с
с Уфой, может быть, да. Оренбург уже тогда отходил, как мне представляется, все-таки Оренбург это центр татарской дореволюционной культуры, начала 20 века, газета, вернее, журнал «Шура», Рамиева, вот эта вся история, она уже, как мне представляется, завершилась к тому времени. Такое бурное, да, развитие свое, поскольку журнала-то уже не было. А вот с точки зрения советской, пролетарской татарской культуры, янолифной культуры, вот эта эстетика янолифа, она же ведь тоже особая, когда тексты, публикации, лозунги, они на янолифе, да, на латинице на этой. Вот она, Москва, в этом смысле один из таких передовых центров. Более того, лефовцы в Москве выступали, то есть левые такие, левый фронт. Ну, в частности, из Казани приезжал Адель Кутуй, насколько я помню, и Хасан Туфан к тому времени, в то время к левому такому движению в литературе принадлежал. Раповцы вот эти вот знаменитые. Все эти литературные движения в Москве так или иначе отражались, а в 1934 году, как известно, всех их прикрыли, и возник единый союз советских писателей. И уже советские писатели сюда приезжали. В частности, такие те, которые потом получили широкую известность в Казани прежде всего. А из московских, чтобы не забыть, конечно, Мансур Крымов такой был публицист. Я вот говорю не забыть, потому что он забыт, собственно, да, но имя, чтобы это прозвучало, вот он в Москве тоже был модный, все его читали, все его знали. И вот такая была целая плеяда московских, собственно, татарских литераторов. Кстати говоря, Ахмед Ерикей и Махмуд Максуд потом не уехали в Казань, они остались в Москве. И даже когда Ерикей в 45-50 годах возглавлял союз писателей ТАССР, он, тем не менее, возглавлял его, живя в Москве. Вот такая была интересная история. Если говорить о том, как это все заканчивалось и почему это все закончилось, надо сказать, что татарская культурная жизнь в Малом Татарском переулке Замоскворечья, она просуществовала гораздо дольше, чем аналогичные такие институции других народов. Поскольку все начало сворачиваться вокруг 1937-1938 года, вот, в частности, известные истории трагические латышского театра в Москве и других институций немецких. А вот татарская жизнь все-таки еще так вот существовала. И фактически она просуществовала до лета 1941 года, когда был проведен последний выпуск этой школы. И когда, собственно, с началом Великой Отечественной войны школу закрыли, и здание в Малом Татарском переулке было, посчитали, что там необходимо открыть госпиталь. Госпиталь так, собственно, там и не открыли. Но уже после войны не возродилась эта жизнь здесь. Во многом это было связано и с таким моментом идеологическим, что фактически культурные институции, язык, традиции, вообще клубная работа, издательская, она сосредотачивалась уже к тому времени в рамках национальных республик, а не за их пределами. Вот есть Татарская ССР, ТАССР, вот там это все и будет осуществляться. Там театр Камаловский, там газеты, журналы. А, собственно, за их пределами, в общинах, я не люблю слово диаспора, потому что к татарской общине категорически слово диаспора не подходит, это вообще не имеет никакого отношения. Диаспора совсем другое имеет значение. Все-таки диаспора, речь идет о некоренных. А если в Москве много веков татары живут, какая же это диаспора? Так вот, к общине, к татарской московской, это уже не имело никакого отношения. И возродиться эта жизнь не могла, несмотря на то, что активисты во главе с генералом Якубом Джангировичем Чанышевым, они, значит, активно здесь работали и пытались, значит, там в Моссовет ходили, но эта жизнь не возрождалась. Ее рубеж вот это 1941 год. Но тем не менее невероятный, интересный очень. Много событий произошло, много людей. Вот вы когда поднимаетесь по лестнице, и когда мы с экскурсантами поднимаемся по лестнице Татарского культурного центра и движемся в концертный зал, замечательный, его интерьеры недавно, да, были бережно отреставрированы, так мы видим зеркало, вот это знаменитое парижское зеркало, привезенное по указу, да, Асадулаева из Парижа, потому что было так модно, принято в бакинских домах между этажами устанавливать зеркала грандиозные. Вот оно было привезено, и вот оно нас встречает. И встречает оно уже век. И даже когда здесь не было татарской жизни, такой грандиозный долгий перерыв был после 1941 года.
И теперь, когда она возродилась, и тогда, в 20-е годы, всегда было вот это зеркало. Вот представьте себе, когда вы идете мимо него, что в нем отражались образы, облик Мусы Джалиля, отражался облик красавиц наших, артисток всех знаменитых и талантливых людей. Сара Садыкова, может быть, поправляла прическу, Мунира Булатова, Асия Измайлова, и Сара Шакулова когда-то здесь проходила, и другие. А когда-то, да, если чуть вспомним немножко, да, предреволюционный или межреволюционный период, да, когда между февральской и октябрьской революциями, май 1917 года здесь проходил Всероссийский мусульманский съезд. Вот это все, это зеркало помнит, да, поэтому связь времен для Татарского культурного центра это не какие-то абстрактные, да, категории, это вот стены ее, даже те предметы, которые помнят людей, прикосновения этих людей. И, конечно, наша сегодняшняя беседа, она многим, может быть, что-то напомнила или какие-то сюжеты восстановила, да, но прежде всего она, как мне кажется, я такую цель хотел бы поставить, да, завершая нашу беседу, для тех адресованы и тем адресованы, кто еще не был в Малом Татарском переулке, в Татарском культурном центре. Вот закончатся все эти тревожные дни, мы сможем выйти из своих домов и опять путешествовать. И, конечно, в Татарский культурный центр тем людям, которым близка и которым созвучна татарская культура, или история Москвы, история Замоскворечья, обязательно надо этот дом посетить. И вот эти истории, о которых я сегодня пытался, да, так, может быть, бегло рассказать их, они оживут, потому что когда вы входите в это пространство, эти истории, они начинают как-то сразу же оживать. Вот несмотря на то, что была перепланировка, несмотря на то, что библиотека сейчас не там, где она была когда-то, а тем не менее, вот все равно все здесь живет. В актовом зале, на лестницах. Поэтому обязательно посещайте Татарский культурный центр. Но самое главное, самая наша большая надежда, что мы будем гулять по Самоскворечью. И надеюсь, уже очень скоро. Спасибо всем большое за внимание. Бигзор Ахмед Сазгай. Самое главное, берегите себя, здоровье, берегите свое и своих близких. И ждем новых путешествий, когда карантин завершится. Рахмет.